Добрый день, уважаемые подписчики! Мы с Батразом решили продолжить делать разбор разных интересных фишек грузинской пропаганды. И вот буквально неделю назад нам на глаза попалось письмо епископа грузинской церкви, митрополита Руставского Иоанна в миру Гурам Гемрекели, который рассказывает, почему в 1920 году грузины истребляли осетин. Опубликовано, значит, в издании СНОП, довольно авторитетном, Либеральном издании, да. Ну, особенно авторитетной среди либеральной публики, поэтому я даже не удивляюсь, почему именно здесь было опубликовано это письмо. Значит, что здесь нужно сказать перед тем, как мы будем его комментировать? Кто такой автор? О нем есть статья в Википедии, в том числе и на русском языке. Это довольно авторитетный церковный деятель грузинский, митрополит. Ему 72 года, то есть это уже такой пожилой человек. Ну, судя по его активности, различных статей, писем, мне тут удалось найти какое-то количество, он в принципе довольно активный, более или менее трезвомыслящий и так далее. Учитывая то, что он митрополит, вполне возможно, что это наш будущий патриарх. Будущий католикос Грузии. Да, ну патриарх-католикос грузинский. Был рукоположен в диакона Ильей II. Значит, а в целом поступил, значит, в Насхетскую духовную семинарию в 85-м, то есть уже, в принципе, довольно взрослым человеком. Обычно такие персонажи бывали КГБшниками или как-то связанными с КГБ, но в то время это была довольно распространенная практика. Это даже высмеивалось в фильме на Дерибасовской «Хорошая погода». Ну, тут ничего, конечно, утверждать не будем, но интересно. В общем, вполне возможно, что это будущий патриарх-католикос грузинский. Ну, в своем письме тут сначала он объясняет про, что такое любовь к родине, оправдывается за выходку этого грузинского ведущего, который говорит, что да, тут очень много всякой пафосной ерунды. В целом, письмо довольно объемное, на самом деле, так как у нас очень сжатый формат. Мы не будем его анализировать все, оно делится на две части. Одна часть посвящена плохим абхазам, вторая часть посвящена плохим остинам. Точнее, наоборот, да. Первая часть, значит, плохие остины, плохие абхазы. Нашим братьям-абхазам мы предоставим возможность ответить на ту часть письма, которую им адресована, а вы ответим за осетин, чтобы быть объективными. Да, и тем более я посмотрел абхазскую часть, там тоже полно бреда. Вот. Но даже здесь, понимаешь, в чем проблема с этим письмом? Буквально каждый тезис, он тянет на отдельную работу по обезвреживанию тех скрытых смыслов, которые вложил туда автор. Но давай... Ну, мы постараемся быстро. Пока по порядку. Да, по порядку. Значит, он пишет: начнем с Осетии и осетин. Господин Путин начинает историю взаимоотношений грузин и осетин с 19-20-х годов, ну, соответственно, прошлого века. В действительности эта история начинается с 4-5 веков. Ага. То есть он упрекает Путина в том, что... Он не очень хорошо знает историю. Но при этом он заглядывает, для того, чтобы объяснить специфику нынешних отношений, он заглядывает в 4 век. На 1500 лет назад. Да? Кто здесь, понимаешь, кто здесь дурак в этой ситуации? Потому что логично предположить, что 20-е годы влияют на специфику взаимоотношений осетин и грузин в гораздо большей степени то, что происходило 1500 лет назад. Безусловно. Далее он пишет: в действительности, значит, история начинается с 4-5 веков. Вождь одного из осетинских племен Богатар напал на внутреннюю область Грузии, когда царь Вахтанг Гаргасали был малолетним и похитил его сестру. Так, значит, у осетин всего лишь вождь одного из племен, а у грузин царь. Это тоже важная такая идеологическая штучка здесь. И речь идет о Ос-Богатаре, правильно? Да, о первом Ос-Богатаре. Как ты понимаешь, вообще из истории нам известно о 3 Ос-Богатарах, но Ос-Богатар это не имя собственное, да, это титул, которым обозначали там наиболее сильного, судя по всему,
из царей, ну, по источникам, так сказать, внешним. То есть это социальный, скорее, термин, да? А не имя. А имен их мы не знаем. То есть тут идет не речь о том, что самый сильный чувак из одного племени там похитил Нет, если сестру царя. на самом деле, понимаешь, если ты посмотришь, допустим, военный совет, который собирал Гаргасал для борьбы с овцами, ну это по Картлис Ковреба, то есть по рассказу, по сборнику летописей грузинских, то на самом деле функционально она ничем не отличается от вождества обычного. Там собрались сотники, тысячники на военный совет, и вот они вот сидели, решали. То есть обычный военный совет в большей степени похожий на, ну именно как раз таки на вождя. В этом смысле функционально разница между Богатаром и Вахтангом она была небольшой. Это просто разница терминов. Ему вот охота, его у Астин, чтобы был вождь племени, да, у нас царь. Ему охота, чтобы у них был царь. Ну ладно, это не имеет на самом деле большого значения, просто так. Зафиксировали. Да, зафиксировали. Вождь одного из астинских племен Богатар напал на внутреннюю область Грузии, когда царь Вахтанг Гаргасали был малолетним и похитил его сестру. Это период, когда значительная часть аланов, к племенному союзу которых принадлежали астины, ушла с предводительствуемыми Аттилой гуннами на запад в Европу. По прошествии нескольких лет царь Вахтанг повзрослел и, собрав войско, решил освободить сестру из плена. В бою он одолел Богатара, вернул сестру и тем самым засвидетельствовал, что нападение на его страну не останется безнаказанным. Что касается вот этого эпизода с гуннами и нападением Астин. Дело в том, что вообще о существовании Гаргасала мы знаем только из одного источника, и одного из источников это так называемое житие Вахтанга Гаргасала, авторством летописца Джуаншера, по-моему, так его звали, и из легенд, которые во многом пересекаются, во многом противоречат версии летописи. Что касается Картлис Ковреба. Картлис Ковреба – это довольно известный источник, довольно известный сборник летописей, но это в целом любой профессиональный историк вам это скажет, которому приходилось работать с материалами Картлис, что это очень слабый источник. Можете почитать того же Всеволода Миллера, он вообще это оценивал как какой-то сборник фантастических рассказов. Всеволод Миллер – это масон, купленный Астинами. Как ты вообще предлагаешь его читать? Это не репрезентативный источник, скажут тебе соседи. Возможно. Хотя, насколько я помню, изначально Миллера Астин вообще не волновали исключительно кабардинцы и вообще адыги. Так вот, в целом это очень ненадежный источник, потому что он составлялся тяп-ляп, он противоречит всем остальным перекрещивающимся летописям других народов, и в целом, так сказать, историческая достоверность всего изложенного там очень сомнительна. И она может быть как подспорьем для решения каких-то других задач, но в целом ориентироваться только на него для каких-то серьезных выводов, конечно, нельзя. И профессиональные историки это прекрасно знают. Что касается конкретного эпизода с вторжением Астин в V веке. Дело в том, что само житие Вахтанга, она писалась, я боюсь ошибиться, по-моему, в веке в XIII. Я, просто чтобы наши зрители понимали, я не профессиональный историк, я вообще не историк, я, так сказать, любитель. Но, краевед ты. Да, краевед, как меня как-то окрестили. Да, и здесь, на самом деле, это нападение, его совершили не овцы, его совершили упоминаемые им гунны. Просто Джуаншер, который писал свое житье спустя, сколько получается, спустя 1000 лет? Да, практически 1000 лет, да. Писал свое произведение, и для которого угроза с севера это была... Значительно. Да, нет, угроза с севера, она воспринималась через Астин. Вот. Если кто-то с севера напал,
Значит, Остин. Значит, Остины. И у него произошло, это очень часто происходит во многих летописях, когда, допустим, описывают какой-то народ там, и называют его там татары или скифы, хотя к тому моменту, в момент описываемых событий скифов уже давно нет, их след простыл. Это вот смешение очень часто происходит. То есть до него доходили какие-то отголоски, и он как понимал, так это и описывал. Естественно, все то, что здесь описано, вот это самое нападение с похищением, это были не Остины. Более того, но тут нужно понимать то, что произошло вот это смещение, и во многом они воспринимают весь этот сюжет Именно как антиостинский. как специфику грузино-остинских отношений. То есть наши отношения плохие не потому, что вы сделали то-то, а мы сделали то-то, а потому что 1500 тысячелетия назад Вы на нас напали. да, украли дочку нашего царя, хотя они крали. Какие злопамятные. Да. Однако. Вот здесь написано: в бою он одолел Богатара, вернул сестру и тем самым засвидетельствовал, что нападение на его страну не останется безнаказанным. Сразу вспоминают турецкие нападения, иранские нападения. Там Не в этом дело. Смотри, дело в том, что весь этот вообще сюжет с боя Богатара с то ли гуннами, то ли овсами, он перемещается в разные места. Но в поздних интерпретациях, когда вместо гуннов там появились остины, место действия переместилось в Тбилиси. Гаргасал, как известно, основатель Тбилиси. Вот. Если кто-то из наших зрителей был в Тбилиси, он, наверное, знает такое место, как такая скала перед рекой и на ней храм, Метехский храм. И там, соответственно, памятник Гаргасалу. Ну, я не был в Тбилиси, поэтому не знаю. Да, который был установлен, кстати, в советское время. Общеизвестно то, что в советское время именно вот Гаргасал, он очень, так сказать, полюбился идеологам, и советским идеологам, и поэтому в его культ они вложили довольно большие усилия. Это тоже тема, требующая отдельного рассмотрения. И вот, значит, вот этот Метехский храм был основан якобы на месте, где произошел этот бой между Богатаром и его Вахтангом, да, и Гаргасалом. Этот сюжет был перенесен в Тбилиси, вот в это самое место у реки. Для того, чтобы вы понимали, о чем речь, нужно, как бы сказать, посмотреть на карту Тбилиси и увидеть, что если осетины нападали на Гаргасала, который находился на той стороне реки, на скале, то они должны были с юга нападать. То есть они должны были сделать большой крюк и напасть на него с наиболее неудобной позиции. Он на скале, плюс еще и река. Крюкануть должен. Да, Картлис Хавреба описывает это таких, с Богатаром ведется такой очень дерзкий диалог, ты там пес, ты то, ты все, ты никто передо мной, говорит с ним Вахтанг. И тот, кто знает риторику там, в 90-х годов, Гамсахурдия и так далее, тот увидит такое, как сказать, пересечение смыслов, потому что Гамсахурдия сам воспитывался на грузинской классической литературе. Его отец был известным грузинским литератором, и тут явно видно, откуда он вдохновлялся. И по разным версиям, собственно, по разным версиям этого боя, по версии такой приглаженной Картлис Хавреба, там Вахтанг одолел его в бою, и при этом еще до этого победил какого-то очень крутого мужика. А по таким народным легендам и остальным как бы источникам, которые потом записывали, естественно, легендарных источников, произошло вот что. Вахтанг и Гаргасал условились, то, что будут биться, и Гаргасал говорит: иди ко мне, клянусь, тебе ничего не будет, переплыви. Богатар переплывает, и там туча стрел убивают его на месте. И, то есть он совершил клятву преступления.
И якобы само появление вот этого Метехского храма, оно связано именно с этим эпизодом. И якобы он сказал после того, как это сделал, Метехи, как-то так это звучало, что примерно значит «я согрешил». Вроде бы, я не знаток грузинского языка, и поэтому был основан значит, этот храм. То есть, даже если мы принимаем историчность этого эпизода, он выглядел вообще не так, как это описывает уважаемый митрополит. Далее. Нет, понимаешь, мы сейчас фокусируем, вот митрополит начал эту историю, не митрополит, а епископ. Он начал митрополит. Он митрополит, да. Он начал историю с 1500 лет назад. Да? Не, понятно, что это уже глупость, что он специально уводит, так сказать, от предмета обсуждения. Мне, например, с сюжетом Богатаром ясно, это в принципе, то есть они могут представить свою версию легенды, мы можем представить свою версию легенды, будем легендарными источниками биться. Но мне, если честно, дальше интересный, во-первых, момент такой. Прошли века, нашествием монголов окончательно была разрушена государственность Аланского царства. Да, давайте зафиксируем вот это. То есть он признает, монголы разрушили государственность Аланского царства. Там не просто вожди были какие-то. Восточные соседи сейчас обиделись на него. Да. Да. Вот. И осетины из предгорий Кавказа вынуждены мигрировали на северные склоны и центральную часть главного хребта. И вот дальше начинается та история, которую любят наши другие соседи рассказывать. Да? Что коренное население Кавказа относится к иберо-кавказской этнической группе. Да, можно вот два слова по этому вопросу. Давай просто это зачитаем. Значит, после того, как он признает то, что значит, монголы уничтожили аланское государство, он говорит, надо заметить, что коренное население Кавказа относится к иберо-кавказской этнической группе. Осетины представляют иранскую ветвь индоевропейской группы народностей. Поэтому у осетин были конфликты и с кабардинскими князьями, и с ингушами. Точка. То есть, судя по всему, осетины 12, 13, 14 века и далее до фактически 19 века все были профессиональными лингвистами. И только лишь потому, что у них были какие-то лингвистические различия, вот у них и были все эти конфликты. Дурак. Ну, ты знаешь, дурак дураком, но это же хорошо ложится. Вот, это хорошо ложится. Вот здесь, понимаешь, проблема в чем? То, что вот есть коренные, мы тут все коренные, а вот это вообще какая-то иранская весть индоевропейской группы народностей. При этом и поэтому вот у них вот, то есть здесь есть коренные, здесь есть некоренные, и поэтому идет конфликт. Но при этом пару строчек назад он рассказывал, что мы там с 4 и 5 веков воюем с ними. То есть мы здесь 1500 лет, по его версии, мы здесь минимум 1500 лет. У нас тут было свое государство, но мы не коренные. Тут еще надо, что когда он говорит, что коренное население Кавказа относится к иберо-кавказской этнической группе, что это такое иберо-кавказская этническая группа, это вообще какая-то бессмыслица. Оксюморон. Он, наверное, имеет в виду иберо-кавказскую языковую группу. Да. Но вот эта идея о иберо-кавказскости, это идея, устаревшая еще в советское время. И я, к сожалению, не помню имя основателя этой теории, но это был грузин. Это был грузин, и эта теория жила какое-то время. Ну, эту теорию, во-первых, педалировали сами грузины, потому что она давала грузинам право на окормление северных народов Кавказа. Да, ведь грузины претендуют до сих пор на весь Кавказ. Да, все верно. То мы должны их окормлять. Не Россия, ну, Россия вам еще враг. в советское время, опять же, повторюсь, я боюсь ошибиться, это все легко проверить. По-моему, Старостин был тем человеком, кто показал ошибочность. При том, что сами конструкции самого Старостина, они тоже вскоре были признанными устаревшими. То есть это такой настолько позавчерашний день. И я сомневаюсь, что он об этом не знает. Просто ему выгодно, так сказать, в данном контексте говорить о теории своего соплеменника. Ну, идем дальше. Да. И тут осетины с главного хребта Кавказа стали мигрировать на южные склоны и воспользовались ослаблением грузинской государственности вследствие монгольского нашествия. Заняли часть центральной карты с крепостью Гори и стали притеснять местное население. Вопрос. Только что он рассказывал, что тут наше царство разрушили. Ты вот важный момент упомянул. Только что он рассказывает, значит, что осетин вот раздолбали монголы, они утеряли государственность и были вынуждены скрываться в горах. Это правда, так оно и было.
Но А какое тогда у них ослабление было? а вот у них было ослабление, но, понимаешь, непонятно, короче. А почему их не разрушили, не вырезали всех? А да, я тебе сейчас объясню. Дальше, следующее же предложение. В ответ на насилие царь Грузии Георгий V в начале XIV века, согласовав свои действия с правителем Ильханской орды Чобан Ноином, собрал войско и в течение нескольких лет вынудил осетин вернуться в горную область своего обитания. То есть, смотри, сначала тип говорит, монголы разрушили Нашу государственность. да, нашу аланскую государственность, разрушили, значит, в горах им пришлось скрываться, но при этом эти монголы как бы ослабили Нас тоже. нас тоже. И мы вместе в Да. союзе с ним. И потом они нас, значит, ослабили, но в союзе с ним, с монголами, мы боремся с аланами, Ослабленными аланами, которых... мы боремся с аланами, которые воспользовались тем, что монголы, которые нам союзники, ослабили нас. Понятно? То есть такая казуистика. Да не казуистика, бред это. Это реально очень смешно. Мы, кстати, именно из-за этого стали делать это видео, потому что этот текст реально очень смешной. Еще раз советую абхазам по абхазской части внимательно пройтись. Если нам не лень будет, мы сами пройдемся, наверное. Здесь как обычно, понимаешь, вот он в первый раз пишет, значит, они стали притеснять местное население. Ага, значит. Осетины не местное население. Да, во-первых, осетины не местное население, а во-вторых, То есть 1000 лет они у него всегда будет вот такое противопоставление. То есть, если грузины убивают, то они убивают исключительно бандитов, сепаратистов, шовинистов. А если осетин убивают в ответ, то они убивают исключительно мирных, там, местное население, бедные люди и так далее. Ну, мы еще к этому будем. Так. Это был период тяжелых испытаний. Население Грузии физически истреблялось. В результате набегов горцев людей уводили в плен и продавали в рабство. Впоследствии нашествия османов и персов гибли люди. Часть переселялась в центральные области Грузии. Здесь особо спорить не о чем. В принципе, так оно и было. Единственное, что отмечу, что вместо осетин, он правильно пишет горцев, потому что на самом деле походами в Грузию занимались, конечно, и дагестанцы, и нахи. Слушай, мои родственники, грузины, которые у меня есть родственники грузины, они рассказывали, что в детстве их пугали леками. Да. Придут страшные леки и украдут. Лекоба, по-моему, как-то. Да, придут. Была особа и лекоба. Да. То есть... Дальше. В это время стратегические интересы России и Грузии совпали, что нашло свое отражение в Георгиевском трактате, условия которого, кстати, в одностороннем порядке были нарушены Российской империей в 1801 году. И взамен протектората, который был обговорен в трактате, был упразднен царский престол тысячелетней династии Багратионов. Это такой интересный пафосный бред. Во-первых, никаких совпадений в стратегических интересов России и Грузии не было. В силу того, что тогда не было Грузии. В крайнем случае, в едином смысле слова было. Кахетинское царство и Меретинское царство, которые были в разное время, конечно, и можно по-разному воспринимать источники, но это были провинциями Ирана, Персии, да, и Турции. И они были вассалами, естественно. В разное время они то признавали вассалитет, то не признавали. И был один стратегический интерес России, которая пришла на Кавказ. Да, она пришла на Кавказ именно для того, чтобы помочь единоверной Грузии. Чтобы ты понимал, что сам по себе Кавказ не особо интересовал, я имею в виду Северный Кавказ, российское государство, но им важен был путь в Грузию. Вот. Значит, еще очень интересно, что он перескакивает сначала из IV века в XIV. А теперь 19. Да, здесь 14 в 19. То есть вот он просто выдергивает то, что ему выгодно, и пытается... Не-не-не. Он выдергивает, и это в принципе невыгодно, но он это так разворачивает. Слушай, я могу тоже надергать любого бреда и наговорить это так, чтобы будет невыгодно. Да. Мог бы не надергивать, могут просто там любые другие века сказать и также перевернуть эту историю. Что касается Георгиевского трактата, условия которого были нарушены Россией, то тут есть на самом деле разные мнения на этот счет. Скажем так, основная версия такая, что сами грузины нарушили эти условия, когда начали вести сепаратные переговоры с турками, с которыми воевала Россия,
в том числе по поводу грузин, да, за грузин. Ну, это сразу вспоминаем монгольскую историю. ну, Они и- нас ослабили, но мы вместе пошли убивать Аллаха. Да, я вот как бы здесь на самом деле очень много таких юридических тонкостей, есть соответствующая литература на эту тему. Короче, скажем так, этот вопрос не так однозначен, Как он пишет. как здесь. он пишет. Да. Вот, дальше, продолжаем. Во второй половине 18 века южные форпосты России располагались вдоль предгорий Кавказа. Возле осетинского селения Дзауджикау возникла Ого. крепость Владикавказ. Это опять очень неудобный момент, потому что не все согласны, что осетинское селение Дзауджикау и на его месте возникла крепость Владикавказ. Это вот наши соседи с этим не согласны, восточные. Вот. Ну, тоже интересный момент, что он на это указывает. На границе с Чечней построили крепость Грозный. Станицы кубанских и терских казаков получили ту же функцию. Россия готовилась к войне на Северном Кавказе, который находился под влиянием Османской империи. И вот дальше. Опустевшие в южных областях земли Грузии некому было обрабатывать. И грузинские князья стали переселять осетин с южных склонов Кавказа. То есть они расселились в основном по Триолетскому хребту Ну, так Малого называемый Кавказа. триолете. Да. Нет, мы должны здесь Быть объективными. быть объективными. Это правда. Ну, Триолетская Осетия, да, не такой секрет, что туда заселяли осетин, потому что... Да, вопрос сами в силу, так сказать, того, что был большой недостаток населения, точнее недостаток земли для населения в горах, осетины очень часто нанимались к грузинским князьям. И это действительно так. И сложилось так сказать, компактное расселение осетин в так называемом триолете. Да. Это здесь никаких вопросов. Но дальше. Среди местного малочисленного населения участились грабежи, насилие и убийства. В начале 30-х годов 19 века была проведена военная операция по пресечению бандитизма. Вот здесь поставим точку, а потом многоточие. Значит, карательные экспедиции русских войск по наускиванию грузинских царей, которые проходили на тех самых южных склонах, это, значит, операции по пресечению бандитизма. Да. Они же не в триолете проходили. То есть, к чему он это вообще говорит? Я Он же сначала понимаю. говорит, вот это триолете, вот туда пришли осетины, и из-за осетин начались грабежи, убийства и так далее. Но убивать осетин пошли на южные склоны. Да, на южные склоны, туда, в Южную Осетию. Да. Они постоянно, вот вообще специфика идеологов грузинского национализма, это ставить знак равенства между Южной Осетией и вот этой самой Триолете, и расселением осетин в Триолете, в Кахете и так далее. Они ставят знак равенства. То есть там были типа условия формирования этого населения были одними и теми же, хотя это не так. И карательные экспедиции, которые были описаны, в том числе и упоминаемым им ниже Потто, действительно ужасные, страшные вещи. Сжигались села, Да, убивались люди. это операции по пресечению бандитизма. Да, Понимаешь? это карательная экспедиция Абхазова, как я понимаю, если в виду. Нет, там их вообще несколько было. Абхазов на севере был. Это был Раненкамф, да. Раненкамфа, да. И тут такой момент, мы начинаем вспоминать сразу же национальных героев, Бега Кочиева и прочих других. А здесь вот очень важно то, что вот мы тут, опять же зафиксировали вот этот момент. Если против осетин, то это против бандитизма. Если осетины что-то делают, то это вот мирное население. Да, бедный мир. И еще зафиксировали один момент. Россия нарушила Георгиевский трактат, Россия такая плохая, но Россия для нас уничтожала осетин. По нашему Это он не пишет. Да. Он не пишет это, да. То есть, ну да, вот. Сделала то, что надо, что Да. называется. В результате этой военной экспедиции грабежи и насилие сократилось. Ну, вырезали осетины, проблем не стало. Я просто почему на этом фиксируюсь, потому что это вот, во-первых, я хотел в конце это сказать и сейчас скажу, кто пишет это письмо, да? Высокопоставленный деятель грузинской церкви. Ничего не меняется. Ничего. не То есть как меняется. католикос Илья II благословлял на убийство осетин, вот сейчас, то есть я сам православный человек, я верующий христианин, но, извините меня, грузинская церковь является основоположником грузинского национализма, и мне удивительно, как христианин вот пишет этот текст, в котором рассказывает, что убивать-то, в принципе, вот убили осетины, и грабежи сократилось. При этом, когда Россия вот, нарушила Георгиевский трактат, Россия плохая, убивала осетин, молодцы.
Да, все верно. Не по православному это. Так, значит, из Цхинвали, где в то время астины не проживали, военные соединения, в составе которых находились части, сформированные из грузин, так называемая грузинская милиция, которая, по воспоминанию современников, была абсолютно бесполезна, направились в ущелье южного склона Кавказа. Эта операция подробно описана в соответствующем отчете, который был включен. Так, ну здесь он дальше говорит про Потто, да? Да, ну мы это обозначили, да? Да. То есть он читал это, получается. Да. И он называет... Узнать те ужасы, которые Да, творились и эти с зверства, которые творились, он называет это, значит, операцией против бандитизма. да? Ну, как в 2008 операция по принуждению к миру. Ну, ничего не меняется. Нет, операция по принуждению к миру это был российский термин. Да. Грузинский. А у грузинских было восстановление конституционного порядка. Строй, да, конституционный строй. Так, и вот теперь он наконец-то, спустя полписьма, он подошел к 17-18 годам, когда начался распад Российской империи. И вот геополитическая катастрофа для государства и жестокое испытание для православной церкви, в результате которой возвратились древние и появились новые государства. Вот про древние и новые государства, это он, наверное, про Грузию говорит, которая в текущих границах никогда не существовала. Тут, значит, жесткое испытание для православной церкви, понятно. Хотя грузинская церковь, в том числе от Сталина, получила много плюшек. И, собственно, грузинский патриархат, он был возрожден благодаря Сталину. Об этом есть на Зилахаре статья, любой может почитать. Мы ссылку добавим. Да. И тут сразу момент, вот в этот критический для республики момент осетины южного склона совершили набег на центральную часть Картли. А до этого на республику с юга напали дашнаки и османы. То есть и армяне напали одновременно на Грузию, и турки напали. Вот теперь вопрос. Армяне бы с этим не согласились. Армяне до сих пор уверены, что Южная Грузия, территория Южной Грузии, это армянское население. Она и населена до сих пор, это так называемый Джавахк. И там очень тяжелая ситуация, там такая ассимиляционная, очень мощная политика ведется, буквально на днях читал про это. Я просто здесь опять же хочу зафиксировать, что если, значит, грузины воюют с осетинами, то это операция по пресечению бандитизма. Если осетины с грузинами, то это, набег на мирное население. И тут еще одно великолепное сравнение. Совершили набег на центральную часть Картли, которая также значительна для грузин, как и Косово для сербов. У меня своеобразное отношение к вопросу Косово, потому что это как минимум сравнение не в пользу грузинского национализма. Я к этому и веду. Потому что сербы, судя по всему, если мы, я чуть-чуть отвлекусь, если мы принимаем иллирийскую теорию происхождения албанцев, то они там жили вообще в целом этом регионе еще до того, как там появились славяне, поэтому так себе сравнение. Но ладно, это идеологическая шелуха. Дальше. Это был удар ножом в спину. Последовал адекватный ответ. Народное ополчение под руководством Джугели усмирило агрессию сепаратистов. Блин, ты православный человек, да? Удар ножом в спину, последовал адекватный ответ. Вырезание массовое населения, людей, там, сжигание крови, убийство. В какой твоей чертовой православной голове это адекватный ответ? Господи, я не знаю, ты там молишься Христу хотя бы, вот для тебя это, неужели это адекватный ответ, убийство массовое людей? Это, во-первых. Во-вторых, в период, когда к делу подключился Джугели, здесь нужно понимать, что, во-первых, это не народное ополчение, это была народная гвардия, это называлось, это такое... Национальная гвардия. Я просто к чему, что это не было ополчением, в смысле, как вот называют ополчение, это что-то, не имеющее четкую структуру, такое, непонятное, вооруженное формирование, да? Да. А это полноценная армейская структура, наиболее боеспособная, судя по всему, на тот момент в грузинской армии. И, конечно, здесь национальный момент очень важен, но тут надо понимать, что с властями Грузии боролись и в том числе и грузинские крестьяне, местные большевики, Филипп Махарадзе и остальные замечательные ребята. И, собственно, вот это восстание, мы много об этом говорили раньше, вот это восстание большевиков, которое было осуществлено
в Южной Осетии провозглашение советской власти сама по себе являлась провокацией грузин, потому что у осетин не было сил удержать эту территорию. В принципе, на Зелахарине это тоже очень много написано, там не одна, по-моему, даже не 2 статьи написано о том, что... 3 статьи конкретно, я помню. Да, о том, какая это была провокация, и как осетины стали разменной монетой в играх между грузинскими большевиками, грузинскими большевиками, российскими большевиками и властями Грузии. И Кремлем. Да. Ну и сразу же, не думаю, что Россия или любое другое государство в этой ситуации поступило бы иначе и позволило бы сепаратистам убивать мирное население. Опять, вот, значит, грузин только мирное население. У осетин сепаратисты, шовинисты, бандиты. Другие люди только усмиряют мирное агрессию население. сепаратистов, а когда то мы усмиряем бандитов. Да, то молодцы, военная операция. Но это, кстати, как у католикоса Ильи II. Убивайте грузина, отлучу от церкви. Убьете осетина, все в порядке. Да. И вот дальше начинается самое эпичное, и мы уже подходим к концу, самая такая сладкая часть. Это после смерти Сталина среди осетинского населения Цхинвали стали появляться сепаратистские, шовинистические настроения. Вот тут рассказывается о том, что по приказу Сталина в республиках Средней Азии и Урала были выселены немцы Поволжья, ужасы, которые творил Сталин. Также говорится о высылке татар, балкарцев, ингушей, чеченцев, мусульманского населения рядов районов Грузии, в том числе и часть осетинского населения Триолетского хребта. Такова была политика центральной власти, и нелепо валить вину на грузин в их отношениях с осетинами. То есть, я напомню, сейчас ты меня поправишь, есть целое исследование, которое провели немцы. Да. Грузины позвали группу немецких ученых, мы тоже ссылку на все это дадим, где они попросили их, поскольку вот у них сейчас идет политика преступлений коммунизма, они рассказать о том, как... Исследование преступлений коммунизма, о том, как красные убивали грузин, репрессировали их. Немцы пришли, исследовали и нашли странную диспропорцию, что при небольшой части абхазского и осетинского населения в общем населении Грузии среди абхазов и осетин было репрессировано невообразимо больше людей. Знаешь, я это сформулирую так. Осетины не использовали как вторичный предмет для исследования. То есть, на самом деле, осетинский вопрос конкретно вот в этом исследовании... Там больше абхазский. Да, он исследовал мало, я бы не сказал, что хорошо. Потому что там реально есть ошибки. И довольно грубые. Их интересовали в основном абхазы. И они в конце концов приходят к такому выводу, что что действительно национальная компонента, она была важной в репрессиях в Абхазии. То есть грузины пользовались этим репрессивным механизмом для того, чтобы решить свои проблемы с абхазами. Это смешно, когда он говорит, такова была политика центральной власти, нелепо валить вину на грузин в их отношениях с осетинами. То есть мы можем валить вину на отношения осетинами на Богатара, который то ли жил, то ли не жил в V веке, а вот на грузина Сталина мы не можем. Не можем винить. Да, то есть, когда говорится о том, что высылка балкарцев, ингушей, чеченцев, мы можем поддерживать их, обвинять в том, что это страшные преступления, я с этим согласен. Но высылка осетин Триолетского населения, Триолетского хребта, мы про это забудем. И мы тут ни при чем. Подумаешь, выслали осетин. После смерти Сталина среди осетинского населения города Цхинвали стали проявляться сепаратистские и шовинистические настроения. После смерти Сталина, то есть здесь есть какая-то причинно-следственная связь. Я так понимаю, он сталинист. Типа Сталин держал осетин в узде. В принципе, ему сколько там, 70 с чем-то лет, 72, по-моему, года. Да. Вполне возможно, что он сталинист. Это, в принципе, для того поколения это нормальная тема. Но опять же, я обращу ваше внимание, что как раз таки при Сталине был кейс организации Рожденат, которая боролась за осетинский язык. Именно при Сталине осетинский алфавит был вытеснен, переведен на грузинский. Да, был переведен на Именно грузинский. При Сталине в большинстве школ перестали вообще изучать осетинский язык.
Далее он пишет. Ну, он прав, Сталин держал... Осетины в Цхинвале имели театр, областную газету на осетинском языке. В школе преподавался осетинский язык, а регион их расселения административно был выделен как Юго-Осетинская автономная область, где на руководящих постах были осетины. То есть, значит, у осетин был театр, газета, школа. Да? И нам, знаешь, я просто не первый раз встречаю этот аргумент, правда, первый раз я его встречал в полемике в начале 90-х с абхазами. Примерно он звучал так вот, типа, почему вы, абхазы, такие недовольны, у вас есть вот свой театр, свои газеты, туда-сюда. То есть то, что абхазы выбивали для себя ценой подчас крови, это преподносится как какой-то подарок, то есть это мы вам дали. Не то, что вы за свои права боролись и получили. Можно я выступлю как представитель из Москвы, Давай. из Кремля? Грузины, у вас была республика своя, у вас были школы, у вас был свой язык, у вас был театр и даже грузинские газеты. Чего вы выпендривались? Чего вы из Советского Союза вышли? Справедливый абсолютно аргумент. Дальше, вот это. И если в начале 20 века в Цхинвале проживала 1-2 семьи осетин... Подожди. Несмотря на это, в период критики культа личности Сталина среди осетинского населения стали расти антигрузинские настроения. Да, стопудово сталинист. То есть он напрямую связывает рост антигрузинских настроений с тем, что нет Сталина. Жили злые осетины и ждали смерти Сталина, чтобы отомстить грузинам. Ну, их папа умер, и вот мы сейчас им отомстим. Это православный человек. Грузины стали покидать Цхинвали. И если в начале 20 века в Цхинвале проживало 1-2 семьи осетин, нет, их было больше. Нет, то есть у вас были газеты, школы и прочее, но было 1-2 семьи осетин. Они были на руководящих постах. Это он чуть-чуть смешивает, это разные периоды. Значит, если в начале 20 века в Цхинвале проживало 1-2 семьи осетин, то к концу 70-х годов осетины в городе составляли более 60% населения. Грузинам в магазине отказывали в покупке хлеба и говорили: идите в свою Грузию, там для вас хлеб. Ну, это настолько бредово. Это такой бред, потому что для того, чтобы понимать специфику национальных отношений в Грузинской Советской Республике, нужно читать какие-то материалы, да, того времени. Такая картина, она просто нереальна, потому что они просто заспамили бы письмами Тбилиси, Москву, что не раз бывало. И когда... Просили бы карательную экспедицию очередную провести. Да, когда, понимаешь, то место, где грузинам говорят: идите в свою Грузию, там для вас хлеб, там не происходят посадки молодых людей за то, что они всего лишь выступают за осетинские школы. Понимаешь? Еще знаешь, что самое смешное? Вот опять же, у меня много родственников грузин, которые жили и живут в Цхинвале. У меня соседи в Цхинвале грузины. Вот интересно, вот они это услышат, они тоже посмеются. Ну, все грузины, которые в Цхинвале, даже там марашени, которые грузины проживали, они все говорят: советской власти, мы же жили хорошо, у нас же не было, мы же все друг друга любили, не было же вот этого всего, вдруг почему это все появилось? Ну, это простые грузины говорят, понимаешь? Вот, ну это бред. Понимаешь, он здесь описывает практику бытовой ксенофобии. Да. То, что было в Грузии по отношению не только к осетинам, по отношению к абхазам, осетинам, армянам, грекам в целке, да, к азербайджанцам. Хочешь высокий пост, меняй фамилию на грузинскую. Хочешь... Просто были же конкретные прецеденты, когда там людей увольняли за осетинскую фамилию. Да? Это бытовой шовинизм, который описан не только осетинскими авторами, российскими авторами, которые приезжали туда и удивлялись этому уровню шовинизма невероятному. И теперь этот тип пишет, что это, оказывается, цхинвальские сепаратисты, шовинисты не хотели продавать грузинам хлеб. Теперь дальше. Вот это вообще бомба. Борьба против терроризма является необходимой частью современной мировой политики. С этой точки зрения мы с уважением относимся к антитеррористической миссии российских ВКС в Сирии. Но в Грузии имеем обратную картину. Осетинский агрессивный сепаратизм поддержан Россией. Тип сравнил Осетию с ИГИЛом. Ну да, то есть тип сравнил Осетию с исламским государством. Это великолепно. Ну тут, я думаю, комментировать особо Да, не имеет смысла. просто это на ваш
Там, подумайте об этом. По-видимому, геополитические интересы и стратегические планы России и Грузии на этот момент не совпадали. В этом надо искать причину эскалации конфликта, а не в игнорировании грузинами истории. Историческая память нам не изменяет. Мы знаем, что антигрузинские настроения и агрессивный сепаратизм не касаются всех осетин. Действительно, и антиосетинские настроения не касаются всех грузин. Да. Отлично. Парадоксально. На всем Кавказе, на всем Северном Кавказе самая большая грузинская диаспора проживает в Северной Осетии. Да? В момент войны 2008 года здесь не был ни убит ни один грузин, никого не линчевали. Ни один Я человек даже не думаю, что было хоть одно избиение. Или да, не было ни одного избиения. Но бытовой шовинизм приписывается нам, осетинам. Но при этом не собираются видеть. Хорошо, почему тогда в Ингушетии или в Чечне или в Кабардино-Балкарии не живет большая грузинская диаспора? Почему вот именно в Осетии среди этих злых, страшных террористов-шовинистов? Ну, может, он имеет в виду, что эти шовинисты южане, а северяне такие. Ну тогда он вообще не шовинисты. сечет в теме, потому что глобальной разницы нет. Хорошо. Так. Много было смешанных браков между грузинами и осетинами. В 17 веке, в 12 веке среди осетин, тогда не населяли только северный склон Кавказа, рос и воспитывался член боковой линии грузинского царства рода Багратионов Давид Сослан, который стал мужем царицы Тамары. Точка. Подожди, вот это важный момент. Ну да, Значит, ладно, там браки, это все понятно, это все красиво. Значит, рос и воспитывался член боковой линии грузинского царского дома Багратионов Давид Сослан. Откуда опять это взялось? Это опять же взялось из Картлицкого вреба. Это опять оттуда же. Это фальшивая генеалогия Вахушти, царевича Вахушти. И, естественно, Давид Сослан не был никаким Багратионом. Это давно разоблаченный фейк. Это, причем основную роль, об этом писал Васулабаев на самом деле, но основная роль в разоблачении этого фейка принадлежит такому человеку с фамилией Тогошвили. Ничего не напоминает эта фамилия? осетин, наверное. Да, это осетин, который писал очень много на тему грузино-осетинских отношений, крайне комплементарный грузинам. Есть такая легенда, которая, в принципе, мы не можем ее документально подтвердить, естественно, но если ты поговоришь с учеными, которые непосредственно знали профессора Тогошвили и общались с ним, они все подтверждают то, что, в принципе, доступ к уникальным архивным материалам он получил именно потому, что он стал Тогошвили, а не писал свою фамилию не на грузинский манер. То есть это абсолютный фейк. Сослан Давид был царазоном. Существует множество других примеров добрососедских отношений между грузинами и осетинами. Однако необходимо отметить закономерность. Активность осетинского сепаратизма совпадает с ослаблением государственности и экономической жизни Грузии. Можно я парирую? Да. Активность грузинского сепаратизма совпадает с ослаблением государственности и экономической жизни России. Точка. Так, значит, трехвековые геополитические стратегические интересы России на Ближнем Востоке предполагали сотрудничество с Грузией. В войне с Шамилем вместе с грузинскими войсками участвовали воинские подразделения грузин. Привет братьям-дагестанцам. Ну, это даже когда такое письмо: русские, мы ваши братушки, Да, давайте вместе загасим осетин. Мы же вместе Шамиля и Мамат пытались разбить, вот давайте теперь с осетинами разберемся. А потом они будут говорить, что они защитники Кавказа северного. кавказцев. В частности, я помню, была эта история с дидойцами, когда они просились в состав Грузии. Так. Вот также при освобождении Подожди, города Иван от персов. Когда кавалерийскому полку было присвоено звание Ереванского. Думаем, что уже настанет время, когда политическая элита России в перспективе реализации своих геополитических интересов на Ближнем Востоке переоценит свои отношения с Грузией. То есть это не Грузия переоценит свои отношения с осетинами, а внизу и абхазами, о которых он пишет, да? А Россия должна искать, так сказать, внимание Грузии, искать ее понимание, искать ее поддержки. То есть она, это та сторона, которая вот здесь вот это все делает. Хотя даже по его версии там все началось еще с тех времен, когда России не было даже в проекте. Да? Что сказать, это перед нами такой классический образчик такого шовинистического
густо замешанного на исторических фальсификациях шовинизма. Вот просто, вот реально это шовинизм, вот я просто другого слова не нахожу. Ну, осетины террористы, сепаратисты, да. Очень важно, да, что это делает иерарх, да, то есть это Грузинская православная церковь. да, той самой, которая говорит южным осетинам: возвращайтесь под наше начало, окормляться нашими, значит, как это называется-то, окормляться нашим благочестием, в общем. Вот так вот. И, собственно, вот такие письма очень полезны. Они очень серьезно отрезвляют и показывают реальное отношение, так сказать, грузинской элиты, в частности, грузинской церковной элиты, а церковь в Грузии имеет очень большое влияние. Она дает фундаментирующее значение для грузинского народа. Значит, это отношение к осетинам, абхазам и другим национальным меньшинствам. Не хочу, чтобы кто-то тут радужно, и к дагестанцам. Вот тут про имама Шамиля великолепный. Ну, я так понимаю, я же говорю, ко всем меньшинствам, то есть здесь особо, наверное, разницы нет. Да, то есть мы с Россией, мы с вами на равных. Мы с вами близкие партнеры. А вот между нами есть такая территория хаоса в виде горцев, да, которых надо уничтожить. Да, поэтому давайте замутим еще раз 30-е годы 19 века. Вдарим по ним еще раз, по этим бандитам. Давайте. Ну, мы вот, знаете как, не готовились. Мы просто хотели разобрать это письмо. Да. Специально для вас, дорогие зрители, чтобы вы понимали, когда особо одаренные жители Северной или Южной Осетии едут и посещают грузинские церкви, да, где грузинские иерархи рассказывают про истовое христианство, чтобы вы понимали, что иерархи этой же церкви считают вас террористами, сепаратистами, и убийство вас, представителей вашего народа, нормальной, адекватной реакцией. Да, все верно. Всего хорошего.